Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Все вопросы, которые требовали решения, были проговорены. Рауль Хаджимба рассказал о встрече с Владимиром Путиным. С помощью народной дипломатии состоялось первое заседание межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии». 16 из 40 в столице прошел кастинг молодых вокалистов конкурса «Абжезхоу». Сегодня президент Рауль Хаджимба провел брифинг для журналистов, на котором рассказал о подробностях встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 21 ноября в Сочи. По словам Рауля Хаджимба, все вопросы, которые требовали решения, были проговорены. Рабочая встреча, на которой обсуждались текущие вопросы двустороннего сотрудничества. Именно так охарактеризовал Рауль Хаджимба состоявшийся 21 ноября разговор с президентом России Владимиром Путиным. Вопросы оборонного характера, проблемы банковской сферы, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и экономики были в центре внимания разговора Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Это касается и ОМС. Не сомневаюсь, что в ближайшие дни эта тема будет закрыта. Будет подписано соответствующее соглашение. Мы обсуждали вопросы, связанные с темой банковской ситуации. Мы говорили об этом открыто. И говорили о тех сложностях, которые возникали все эти годы. Оказана нам соответствующая поддержка, и эта поддержка достаточно серьезная. Это не кредит, соответствующая помощь государству для того, чтобы банковская система была бы стабильной. Это порядка полумиллиарда рублей. Что касается темы транспортных коммуникаций, это касается вопроса аэропорта и морского сообщения с Россией. Практически оговорены многие параметры этих работ. Могу сказать, что есть уже определенные работы, которые проводятся по обоим направлениям. На встрече Рауля Хаджимба и Владимира Путина обсуждался и вопрос, касающийся граждан, отбывающих срок наказания в местах заключения. В ближайшее время на территории Абхазии начнется строительство тюрьмы, сказал президент. Тема эта обсуждалась уже давно, но буквально сегодня, насколько мне известно, приедут представители Минюста России и начнется процесс соответствующих работ для того, чтобы реализовывать эту программу. Территория определена, программа строительства предполагает не просто строительство только корпуса. Мы предполагали и еще рабочую зону, которая позволила бы вовлечь многих и многих в трудовой процесс. Помощь Российской Федерации по линии сельского хозяйства также будет продолжена. Вы знаете, что в этом году была оказана серьезная помощь, даны были соответствующие указания президентом Российской Федерации по продолжению оказания помощи Министерству сельского хозяйства Абхазии, в целом самой Абхазии, со стороны Министерства сельского хозяйства России. В ближайшее время руководство правительства поедет, обговорят все те необходимые мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили и вопрос реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Что касается той же темы инвестпрограммы и инвестиционного агентства. Хочу, чтобы все понимали, нет ни одной такой работы, которая просто бы давалась. Все эти проблемы сложны. И когда после нашего пребывания говорят о том, что президент Абхазии дал недостоверную информацию президенту Российской Федерации, а потом еще и направляют туда гонцов, которые встречаются и пытаются донести эту информацию через любые инстанции. Ну, это неуважение, в первую очередь, к себе. Хочу, чтобы вы понимали, вся эта информация проверяема. Она легко доступна для любого человека. То, что сделано, сделано. То, что мы не смогли сделать, на то есть причины. И эти причины – это проектно-сметные документы. О них мы тоже говорили. И стоит вопрос о возможности создания условий для того, чтобы проектно-сметные документы составлялись бы непосредственно с нашими специалистами и участием российских представителей, чтобы не возникало каких-либо потом сложностей продвижения этих документов. А такие сложности были, остаются, никто не говорит о том, что их нет. Что касается освоения денег, мы осваиваем столько, сколько, во всяком случае, нам дали. Если у кого-то есть подозрение на то, что есть какие-то определенные вопросы, есть на то соответствующие структуры в самом нашем государстве. Пусть обращаются
Говоря об интересах России в Абхазии, Рауль Хаджимба отметил, что сотрудничество Абхазии и России носит союзнический стратегический характер, и в нем заинтересованы оба государства. Есть ли интересы России? Ставились ли такие вопросы? Вы знаете, даже если они не ставятся, они всегда присутствуют. Если не будет интересов России, то будут интересы других государств здесь. Нам нужно выстраивать эти отношения с Россией в первую очередь, страной, которая нас признала. Но это не говорит о том, что мы должны оставаться без своего собственного лица. И слава Богу, это понимание есть в Российской Федерации. Вопросы организации оборонного контура, создание возможности обеспечения безопасности на границе. Я думаю, что то, что сегодня происходит в мире, с учетом всех тех подвижек, которые производятся той же Грузией, той же Украиной, с темой вступления в НАТО, но это должно беспокоить и нас, и Российскую Федерацию. Что касается оборонного контура, да, говорил о 94 мероприятиях. Есть материалы и мероприятия закрытого типа, но есть и открытого. Неужели не видели те мероприятия, которые проводились за все эти периоды времени? Это совместные учения, отработка соответствующих мероприятий по налаживанию взаимодействия между структурами военной России и Абхазии. Эта работа достаточно активно проводится. Рауль Хаджимба дал высокую оценку состоявшимся с Владимиром Путиным переговорам. Все вопросы, которые требовали решения, были проговорены, и по каждому из них уже ведется определенная работа, отметил в завершении брифинга президент Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимба подписал указ об отмене решения Сухумского городского собрания о проведении референдума по вопросу прямых выборов мэра столицы, сообщается на официальном сайте президента. На основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьи 21 Закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия в связи с противоречием решения Сухумского городского собрания 25 октября 2018 года статьям 53 и 83 Конституции Республики Абхазия, статьям 11 и 25 Закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, президент принял решение отменить решение Сухумского городского собрания от 25 октября 2018 года. Состоялось первое заседание межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии». Тема первой встречи – народная дипломатия на службе государственного суверенитета Абхазии. В заседании движения «Лига друзей Абхазии» приняли участие иностранные парламентарии, представители общественно-политических организаций, деловых кругов, ученые и эксперты из Сирии, Белоруссии, Болгарии и регионов России. Алика Трапш расскажет подробности встречи. Главная цель межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» – обсуждение путей развития международных связей Республики Абхазия и перспектив расширения круга официально признавших ее государств, доведение до международного сообщества объективной информации о независимом развитии нашего государства. Открывая заседание, исполняющий обязанности председателя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил важность таких встреч. Хочу поблагодарить наших гостей, которые сегодня прибыли к нам с разных стран, с разных государств, которые хотят поддержать путь абхазского государства. Совершенно не случайно, что 1 октября 2018 года в рамках совместного заседания двух комитетов Народного собрания парламента Республики Абхазия и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации создалась наша сегодняшняя организация. И тогда же мы решили, что первое рабочее заседание мы проведем и приурочим его к празднованию Дня Конституции 26 ноября. Пока мы все, что говорим, делаем, исполняем, и надеюсь, что сегодня наша работа станет плодотворной. Первая встреча была посвящена вопросу о роли народной дипломатии на службе государственного суверенитета Абхазии. По словам Астамура Логуа, необходимо создать комплексную государственную программу по продвижению имиджа Абхазии, а для этого правильнее использовать ресурсы народной дипломатии. Кроме того, для продвижения привлекательного образа современной Абхазии необходимо вовлечение наших соотечественников, проживающих за рубежом, считает депутат. Научный сотрудник Института востоковедения РАН Фасих Бадырхан в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день Россия выступает
гарантом безопасности не только в странах Северного Кавказа и Абхазии, но и на Ближнем Востоке. Друзьями Абхазии могут стать не только страны, признавшие ее суверенитет, но и другие. А для этого необходимо создать специальную группу, которая будет распространять достоверную информацию об Абхазии, подчеркнул ученый. Я очень надеюсь, что в Абхазии будет образована группа, которая способна использовать всеми этими достижениями в информационном плане для того, чтобы работать с другими информационными ресурсами мирового характера и нацелены на развитие, не на архаизацию. Участники заседания межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» высказывали мнение о необходимости диалога не только официальных структур, но между обществами молодежи. Так, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносагирский предложил создать специальную структуру, которая будет помогать МИДу Абхазии. Там, где официальный, допустим, дипломатический канал не работает, то через союз абхазских обществ дружбы можно было бы готовить другие страны к признанию. Поэтому, может быть, стоит вам, уважаемые коллеги, об этом подумать, потому что это очень хороший и очень важный, хорошо себя зарекомендовавший институт народной дипломатии. Министр иностранных дел Абхазии Даурковы поблагодарил всех собравшихся за неравнодушие к нашей стране. Министр убежден, что движение «Лига друзей Абхазии» будет способствовать еще большему укреплению связей между государствами. До момента признания представители разных ветвей власти и представители общественных организаций в разное время работали с Сирией. И в период, когда в Сирии начались события известные, Абхазия выступила с инициативой, благодаря которой на сегодняшний день в Абхазии проживают порядка 500 человек, которые были вынуждены в тот период покинуть Сирию. Если мы говорим о Болгарии, сегодня в Болгарии есть наш представитель, который также работает. И сегодня, когда вы находитесь здесь и говорите о своем пожелании содействовать нам в этом процессе, я еще раз хочу искренне выразить вам свою благодарность. Кроме того, Даурковый прокомментировал заявление вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили о том, что без прямого диалога с абхазами и осетинами страну не объединить, и для этого она готова приехать в Сухум. Как отметил Даурковый, мы готовы вести диалог как два равноправных государства, но никак иначе. Помимо этого, участники первого заседания межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» обсудили и вопрос о роли малых государств на международной арене. Аля Катрапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение. К вопросу о заявлениях грузинских политиков, о том, для чего они с завидной регулярностью штампуют пустые заявления, а также о внешней политике Республики Абхазия, достижениях и целях на ближайшую перспективу. В интервью нашей программе рассказал министр иностранных дел Республики Абхазия Дауркове. Полную версию интервью смотрите сразу после выпуска новостей, а сейчас небольшой отрывок из него. Мы не первый раз слышим подобного рода заявления от различных должностных лиц Грузии. Но скажу только одно. В Грузии должны уже понять и осознать тот факт, что возврата к прошлому нет и не будет. Есть сложившиеся реалии, есть суверенное государство, Республика Абхазия, которое граничит с Грузией, и, соответственно, отношения можно выстраивать только как с равноправным партнером. Не более того. Делегация во главе с президентом Торговой палаты Корейской Народно-Демократической Республики Рю Хен Чхор прибыла в Абхазию с ответным визитом с целью обсуждения актуальных вопросов, направленных на развитие дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, а также презентации экономического потенциала КНДР абхазскому бизнес-сообществу. В августе этого года делегация ТПП Абхазии во главе с Тамилой Мирсхулава приезжала в Пхеньян. Тогда был обсужден вопрос создания совместного производства по переработке экзотических фруктов. Президент ТП КНДР выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной. Завтра в рамках визита делегация Торговой палаты КНДР проведет в Сухуме ряд официальных встреч. В селе Шашикара Галского района открыт храм в честь иконы Владимирской Божьей Матери. В открытии храма принял участие посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Икона Владимирской Божьей Матери считается покровительницей русского народа и России, а также одной из величайших святынь христианства. Освящение нового храма и праздничную литургию провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аблия.
Это место, которое сегодня освящено именно в честь иконы Божией Матери Владимирской. Дай Бог, чтобы это место было местом молитвы для всех, и для грузин, и для армян, и для абхазцев, живущих всех в этом месте, то, что называется Гал и Самурзахан. Дай Бог, чтобы живущие здесь все, чтобы научились любить и жить, что это их дом, и Матерь Божия Владимирская будет всегда защитницей их и каждого. В Сухуме начался фестиваль культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Перед началом фестиваля в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме состоялась пресс-конференция его организаторов и участников. Уже во второй раз в столице Абхазии при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы пройдет фестиваль искусств «Свидание с Россией. Свидание с Москвой», в рамках которого абхазские зрители смогут познакомиться с яркими новинками российского кино, завоевавшими престижные премии на международных кинофестивалях. «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» – это праздник не только для людей, любящих и знающих русскую культуру и историю. Это прекрасная возможность познакомиться с продуктами российского кинематографа, фильмами разного жанра. В программе фестиваля зритель любого возраста найдет себе картину по душе, отмечают организаторы. По традиции Абхазия для нас это всегда премьерная страна. И в этом году, как в прошлом году, мы приводим те фильмы, которые даже не все видели в России. Да. Вы знаете, мы как-то решили этот фестиваль посвятить юбилею нашего общего гения, считаю. Потому что для Владимира Высоцкого, 80 лет которого мы будем праздновали в этом году, для него Абхазия была такая родная земля, многие места, уединенные, заповедные, были вдохновлены и отражены в его творчестве. Здесь он снимался, кстати, в одной из знаковых своих картин «Плохой хороший человек», дуэт, так сказать, с Папановым, рядом был Даль, Максакова, это была прекрасная работа. Вот такую картину мы привезли в Абхазию, примерная картина, которую еще не все видели в России. Владимир Высоцкий «Неизвестные страницы». Цель проекта – популяризация российского кинематографического искусства в странах СНГ, укрепление культурных связей между дружественными, исторически близкими народами. Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию лучших традиций российского музыкального и театрально-концертного искусства, расширение международного сотрудничества, развитие межнациональных побратимских связей. Вот это творческое начало наиболее ярко, на наш взгляд, воплощается в киноискусстве. Поскольку киноискусство, как жанр, как вид творческой деятельности, соединяет в себе достоинства и живописи, и литературы, и музыки, и театра, концентрированно беря из этих видов искусства наиболее ценное и предъявляя, друзья, наиболее ценное – это нам с вами. В этом смысле очень хорошо, что в речи Владимира Владимировича прозвучало слово «дебют». Дебют молодого кинорежиссера состоится и будет развиваться, как мы надеемся, на территории республики. Фестивалю доверено право впервые представить в Абхазии широкому зрителю самую успешную картину года «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, а также «Собибор» с Константином Хабенским. Кинолента выдвинута на премию «Оскар» 2019 года. Первый раз в этом прекрасном городе. Я сам одессит коренной, тоже живу у Черного моря. И первый раз, вот сейчас мы из Сочи проехались по берегу, и вот Вазген, не даст соврать, мешал нам спать возгласами «какая красота» и туда и сюда. И я уже так втянулся, что вместо сна я его будил и показывал ему, как слева или справа красиво. Но хотел сказать не об этом. Любой фестиваль предполагает что-то фестивальное, что-то заумное, что-то философское. Но я посмотрел программу и могу как кинообозреватель и кинокритик сказать, что здесь большинство картин семейные, позитивные, комедийные, приключенческие. Две серьезные картины, есть «Непрощенный» и «Собибор», но они талантливые. В маленьком городе Сухум, я уверен, каждому будет интересно. Фестиваль «Дело хорошее», потому что, уже было сказано, объединяющее. На фестиваль также приехала известная актриса театра и кино Екатерина Семенова. В концепции фестиваля также значится детская программа и День документального кино. Организаторами фестиваля выступают МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме, представительство Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия.
В столице прошел кастинг на детский музыкальный конкурс «Абжиз Хоу». Участие в нем приняло более 100 человек, однако не все смогли пройти отборочный тур. Какие песни выбрали молодые вокалисты и как они пытались удивить отборочную комиссию, с участниками и организаторами кастинга пообщалась наш корреспондент Саресмар. Участники конкурса были представлены в двух возрастных категориях – от 9 до 13 и от 13 до 16 лет. На кастинге юные певцы исполняли хиты на иностранном и абхазском языках. При этом исполнение абхазской песни было обязательным условием. По словам организаторов, новый музыкальный конкурс даст шанс молодым певцам проявить себя на большой сцене и привить им любовь к национальной музыке. В проекте участвуют не только жители столицы, но и певцы из других районов Абхазии. Компания «Аквафонд» содействует творческому росту нашей молодежи, так как целеустремленная, талантливая молодежь является богатством нашей страны. Подобные конкурсы, мероприятия очень важны, так как молодые исполнители могут раскрыть себя, раскрыть свои таланты. Для участия в конкурсе «Абжиз Хоу» было подано 126 заявок, но к первому этапу допущено только 40 человек. Связано это с тем, что не все условия конкурса были соблюдены. Большая часть заявок не была принята в связи с тем, что ребята не имели минусовки для исполнения абхазской песни. Во время кастинга из 40 исполнителей отборочная комиссия выбрала 16 молодых вокалистов в двух возрастных категориях. 8 исполнителей в возрасте от 9 до 12 и 8 от 13 до 16 лет. Эти 16 человек выступят уже на конкурсе в марте. До этого они, будут готовиться к конкурсу. Конкурс будет проходить в 2 дня. Первый день – это исполнение любой английской, русской, иностранной любой песни. А второй конкурсный день – это обязательно исполнение абхазской песни. И плюс у нас будет 3-й день – это уже гала-концерт, где мы объявим победителей. Многие конкурсанты принимают участие в подобных проектах впервые. Им хоть и сложно скрыть волнение, но они стараются изо всех сил показать свое мастерство. Кто-то сумел поразить членов жюри своей харизмой и эмоциональностью. Других же отборочная комиссия похвалила за хорошее произношение абхазских слов. В любом случае, участие в подобном проекте – это шанс, говорят дети. Я занимаюсь музыкой 3 года, и мне это очень нравится. Я люблю петь абхазские песни на высоких нотах. Какая самая любимая твоя песня? Что я пела сейчас? Уахшацбан. Уахшацбан, уфырхацан, уабацаргустан. В финале конкурса, который состоится в конце марта 2019 года, юные вокалисты выступят со звездами абхазской эстрады. В каждой возрастной категории жюри, состоящее из 5 человек, выберет 3 победителей. До этого времени организаторы конкурса будут проводить подготовительную работу с участниками, ставить номера с режиссером. Саресмар, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и до второй половины дня дождь. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.